Позировать и улыбаться они, похоже, не устанут никогда. Своим телом эти люди гордятся и имеют на то полное право. Ведь только они знают, сколько сил, времени и терпения требует фигура. Для многих это уже не просто увлечение, а семейное хобби. Начала заниматься мама. Занималась в тренажерном зале около 4-5 лет. И завлекла меня, брата. Брат у меня занимается пауэрлифтингом, тоже мастер спорта. Сейчас мама выступает на этой сцене вместе со мной. Это моя мечта, которая исполнилась. Мы выйдем в одной категории. Путь к Кубку Коми по бодибилдингу у всех участников был разный. Кто-то профессиональный тренер, кто-то заглядывает в тренажерный зал ради удовольствия. В обычной жизни они врачи, экономисты, студенты и школьники. Возраст здесь не имеет значения. Главное – красота тела. Правда, судьи и зрители оценивают ее по-разному. И поэтому организаторы сделали все, чтобы спортивный старт стал настоящим шоу. Когда я проводил первый раз соревнования, это было 7 лет тому назад, я очень сильно нервничал, очень, это, можно сказать, у меня ушло месяца 3. Ну, а сейчас как по накатанной, знаете, не так все сложно. Специальный гость турнира – чемпион мира, мастер бодибилдинга Михаил Юсев. Сам он из Перми и привез в Коми целую команду. Такие региональные турниры атлеты стараются не пропускать. Они и тело помогают держать в тонусе, и эмоции освежать. Они по-своему интересны, самобытные. Поэтому я бы не сравнивал такие, как Москва, те же турниры, когда там много атлетов, но все равно уже как-то там уже привычно, уже зритель избалован, а здесь по-другому, здесь больше все-таки таких живых эмоций. Вот это вот подкупает. Классический бодибилдинг – категория серьезная, потому и немногочисленная. Сначала жюри оценивает пропорции, дальше бицепс, трицепс. И только потом каждого ждет звездный час – 1,5-минутное выступление. Для уроженца Печоры, ныне жителя Санкт-Петербурга, Василия Ермакова – это 4-й выход на сыктывкарскую сцену. В прошлом году он увез кубок. В этот раз приехал за эмоциями. Мою произвольную программу мне помогает готовить моя девушка, которая занимается 14 лет танцами. Вот. И в принципе, здесь очень важно именно иметь какой-то такой слух и постараться подобрать музыку, которая больше именно тебе будет по душе. И, в принципе, кто-то старается это просто импровизировать, но я считаю, что это неправильно, потому что к делу нужно подходить именно максимально. После таких турниров интерес к сыктывкарцев к бодибилдингу возрастает в разы. Конечно, о таких рельефных телах мечтают единицы, но готовиться к лету усиленно начинают многие из тех, кто пришел в этот зал. Сами атлеты говорят, в здоровом образе жизни сезонов нет, и каждая мышца, пусть даже самая незаметная, требует ежедневной работы. Роман Истомин, Виктория Палкина, Павел Люлин-Мин, телеканал Юрган, Сыктывкар.